Древний монгольский род Конграт принадлежал к числу наиболее высокородной знати в империи Чингисхана. Среди прочих особ к этому роду принадлежала мать Джучи. Потому во время завоевательных походов Бату конграты получили обширное владение в землях, покоренных монголами тюрков. После смерти Бату эти земли вошли в состав Золотой Орды. К XV веку конграты полностью ассимилировались с подвластными тюрками и составляли очень влиятельную часть ордынской аристократии. Ответвления этого рода жили по всей Орде, от Средней Азии до Крыма. Предводителем крымских конгратов в 1420-х годах был Айдер-бей, энергичный и властный деятель, занимавший должность Беклярибека при ханах Девлет-Берди и Улу-Мухаммеде. Подражая Мамаю и Эдиге, Айдер-Конграт мечтал достичь статуса негласного правителя Орды при зависимом хане, но Улу-Мухаммед, будучи сильным и способным правителем, не позволял ему этого. Тогда Айдер ради достижения своей цели решился на мятеж. Он отказался повиноваться Улу-Мухаммеду и ушел в Крым, где объявил ханом угодного себе кандидата – Сеида Ахмеда II. Орда оказалась расколота, зато Айдер-Конграт добился желаемого. Он стал полновластным правителем за спиной нового хана, чья власть распространялась на Крым и степи от Днепра до Дона. Однако политический успех Айдера имел и оборотную сторону. Рода Ширин и Барын, занимавшие в Крыму главенствующее положение, были весьма недовольны усилением на полуострове конгратов. Предводитель Ширинов, Тегенебей, хотя и считался союзником Айдера, сильно тяготился своим второстепенным положением при нем и неприязненно относился к его ставленнику, Сеиду Ахмед-хану. Потому, когда в 1441 году Айдер-бей-Конграт скоропостижно скончался, Ширины и союзные им рода немедленно перехватили власть в Крыму. Сеид Ахмед II был свергнут, а род конгратов утратил былое влияние.